В Абхазии производят различные виды хлебобулочных изделий, но самым востребованным считается хлеб из муки первого и второго сортов. Цена на хлеб регулируется государством. На сегодняшний день цена за булку составляет 21 рубль. Такое решение было принято Кабинетом министров республики 4 года назад. Но буквально месяц назад гильдия хлебопекарей Абхазии, куда входят 15 крупных предприятий, обратились в Министерство экономики с просьбой повысить цену на хлеб на 4 рубля в связи с повышением цен на его компоненты – муку, масло и дрожжи. Мы сегодня работаем на остатках муки, которая завезена была нами еще 2 месяца назад. То есть вот на этих остатках мы дорабатываем. Если мы сегодня привозим муку и начинаем перерабатывать ее по той цене, которая имеет быть место в Российской Федерации, то себестоимость одной булки хлеба будет стоить 21 рубль 30 копеек. Но мы, не имея собственные точки сбыта, реализации, мы имеем договора с магазинами, с супермаркетами, мини-маркетами. Мы обязаны им давать торговую скидку. Вот эта торговая скидка у нас на сегодняшний день, пока цена муки 21 рубль, она у нас 19 рублей. То есть если мы привезем сегодня муку и начнем ее продавать по цене 21 рубль в рознице, то для производителя мы, соответственно, в убытке. Ценообразование на хлеб зависит и от общезаводских расходов, куда входит стоимость горюче-смазочных материалов. К примеру, в случае отключения электроэнергии на предприятии есть источник автономного питания, который в час расходует 35-40 литров топлива. А это дополнительные расходы. Печь хлеб себе в убыток пекари не будут. Вот почему они обратились с подобным предложением в правительство. Ливан Адлиба уже 9 лет занимается поставкой муки в Абхазию. По его словам, причиной повышения цены на муку в России стал невысокий урожай пшеницы в этом сезоне, в связи с чем повысились цены не только на муку, но и на ее перевозку. Стоимость 1 килограмма муки на условиях поставки ДАБ «Веселая», это на границе с республикой, составляет 20 рублей 10 копеек. Плюс к этой цене нужно будет добавить еще доставку до Сухума. Идут затраты на железнодорожное, таможенный сбор, выгрузка, привезти на складах все это дело выгрузить. Поэтому где-то в районе 23 рублей будет уже на месте на предприятии такая цена. По сегодняшним прогнозам возможность увеличения роста цены будет еще минимум на 3-4 рубля. То есть до следующего сбора урожая, это где-то в мае-июне месяце. Новость о возможном росте цены на хлеб покупатели восприняли по-разному. Одни принимают ее, исходя из роста цен на другие продукты питания. Другие же надеются, что государство найдет решение проблемы. Вообще на возраст цен я отношусь всегда отрицательно, потому что заработные платы, к сожалению, не добавляются, а растут цены на продукты и на все остальное. Как бы очень тяжело жить в наше время стало. Ну а что дорого будет? А что удивляться? Везде так. Что делать? Для некоторых, может быть, это не трудно, но есть люди, которые живут на злотном. Сами понимаете, сложно нашим пенсионерам. Министерство экономики Абхазии – уполномоченный орган государственного управления в области государственного регулирования цен. И вопрос о повышении цены на хлеб находится в разработке у министерства. Сегодня проводится работа, которая направлена на принятие сбалансированного решения, которое бы могло позволить предпринимателям продолжать свою работу по производству хлеба без убытков, соответственно, чтобы они могли содержать свое хозяйство и обеспечивать нас с вами хлебом. И в то же время, чтобы цена была зафиксирована на минимальном возможном уровне для того, чтобы население могло в большей мере иметь доступ, иметь возможность приобретать этот продукт и пользоваться им. Можно еще отметить, что мы не так давно подготовили проект решения Кабинета министров и направили и на рассмотрение руководства страны с тем, чтобы увеличить ввозные таможенные пошлины на импортируемый хлеб и хлебобулочные изделия. Тем самым мы хотим добиться цели повышения конкурентоспособности нашей отечественной продукции. Несомненно, любое изменение цены на хлеб, пусть даже незначительное, отражается на бюджете населения. И более остро на повышение реагируют пенсионеры и малообеспеченные слои общества. И все же возможность повышения цены на хлеб сохраняется. А вот когда это произойдет и насколько, покажет время. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.